Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга White. Продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. Я прочитала новость, что в России планируют заблокировать YouTube. Надеюсь, что вы все запаслись VPN и будете оставаться на связи. Очень часто в своих видеороликах я затрагиваю тему медицины, рассказываю, что здесь обстоят дела не очень с медициной. И следующая новость, к сожалению, подтверждает мои слова. 74-летний гражданин позвонил в отделение неотложной помощи города Виленья. Виленья, между прочим, 6-й по величине город Словении. Он испытывал мучительную боль из-за камней в почках и добавил, что у него еще аневризма. Дежурный на телефонном проводе сказал ему, что скорая помощь недоступна. Что значит недоступно, здесь, к сожалению, не объясняют. Поэтому он должен сам приехать в отделение неотложной помощи. Когда он приехал, ему сделали укол, и он вернулся домой, где продолжалась сильная боль. Чуть больше часа спустя он снова позвонил в поликлинику и снова получил ответ, что скорой помощи нет, поэтому он должен ехать сам. В итоге мужчина погиб в машине всего лишь в нескольких десятках метров от здравственного дома. Полицейское управление не включило инцидент в ежедневный отчет. Автомобиль был обнаружен на дороге с включенными 4 поворотниками. Руководство поликлиники не комментирует этот вопрос до тех пор, пока не будут ясны результаты экспертизы. Сейчас уже сотрудник неотложной помощи, который разговаривал с мужчиной по телефону, начал говорить, что мужчина сам захотел доехать до поликлиники на машине. Так что, к сожалению, вот такие ужасные ситуации могут происходить не только в России, но и в Европе. Словения и словенское правительство продолжают показывать всеми своими действиями, что они поддерживают Украину в конфликте с Россией. Премьер-министр Словении Роберт Голоб приехал с официальным визитом в Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Там они обсуждали мирных жертв войны. А на очередном протестном митинге пенсионеров в центре Любляны пенсионеры требовали, чтобы Роберт Голоб ушел в отставку. Если вы не смотрели мое видео про пенсионеров и пенсии в Словении, то можете посмотреть вот по этой ссылке. На этот раз митинг пенсионеров был расширен до общего правительственного протеста и требования новых выборов. Митинг начался с прогулки по улицам в центре Любляны. Собралось самое большое количество протестующих. Наша страна стремительно движется к банкротству. Действия правительства открыли глаза огромному количеству людей. И люди понимают, что у правителей свои интересы, а люди остаются с маленькими зарплатами и нищенскими пенсиями. Не успели в Словении выбрать нового президента. Буквально полгода назад к власти пришла женщина-президент Наташа Принц-Мусар. И пенсионеры уже кричат о своем недовольстве. Они недовольны, что президентка их не поддерживает в их протесте. Пенсионеры требуют, чтобы минимальная пенсия составляла 750 евро в месяц. Вот еще пишут, в прошлом году в Словении продолжился высокий рост цен на недвижимость, достигнув нового рекордного уровня. По сравнению с 2021 годом номинально стоимость недвижимости выросла на 19%. Цены на землю под строительство жилых домов на 17%, а цены на дома на 12%. Во втором полугодии цены на квартиры в крупнейших городах практически стагнировали, отмечает Геодезическое управление Республики Словения. Квадратный метр стал на 16,5% дороже, чем годом ранее. Средняя цена поддержанной квартиры в Словении составила 2400 евро за квадратный метр, что на 16,5% больше, чем годом ранее.
Короче говоря, в этой новости говорят, что сейчас рынок недвижимости стал немного охлаждаться, то есть цены перестали так активно расти. Но скажу от себя, что я этого не почувствовала. На самом деле цены в Любляне очень высокие. И интересно, что в новом жилье цены еще выше, чем на вторичном рынке. Здесь недалеко от нас строят новые дома, достаточно такие высокие, буквально там где-то 15 или 18 этажей дома. Я посмотрела у них сайт, выбрала однокомнатную квартиру. Цены были скрыты, но я решила им написать и была очень удивлена, что квартира 40 метров, однокомнатная 40 метров, стоит больше 200 тысяч евро. Причем интересно, что в Словении говорят квартира 40 метров, но когда ты начинаешь смотреть план, то оказывается в эти 40 метров входит, например, балкон, потом ты узнаешь, что в эти 40 метров вошла еще кладовка, которая находится в подвале, и если вот эту неполезную площадь вообще высчитать, отнять от общей площади, то получается, что за квадратный метр больше 5000 евро. Поэтому я не вижу, чтобы цены как-то особо падали в Словении. И особенно в Любляне. Анализ сточных вод крупнейших городов Словении показал, что в Любляне часто употребляют кокаин, экстази и метамфетамин. В городе Виленье – амфетамин. Больше всего остатков наркотических средств было обнаружено в городе Копер, в то время как содержание кетамина также было обнаружено в Любляне. Слушайте, я вообще не подозревала, даже не задумывалась, что какие-то остатки каких-то наркотиков могут попадать в сточные воды. В прошлом году в мониторинге приняли участие 118 городов. Ежегодные измерения включают анализ еженедельных проб неочищенных сточных вод 7 дней подряд в течение весеннего сезона на наличие биомаркеров 4 стимулирующих препаратов – кокаина, экстази, амфетамина и метамфетамина. И еще тетрагидроканнабинол, боже мой. В 2022 году также впервые был включен биомаркер кетамина. Как-то тема наркотиков вообще проходит мимо меня, но на самом деле этот параллельный мир существует. И, конечно же, каждый родитель беспокоится о будущем своих детей. И вот эти новости очень сильно удручают и пугают. Сейчас ведутся переговоры между Россией и Западом об взаимном обмене шпионов. В начале декабря задержали иностранных граждан, мужчину и женщину, которых подозревают в шпионаже. После задержания родителей полиция передала ребенка социальным работникам. Обнаружили в их кабинете огромные суммы денег, которые считали часами. Ничего себе. Говорят, что пара работала в основном за пределами Словении, а Любляна служила им для убежища. И, кстати, в сети появились даже фотографии этих шпионов, и когда я на них посмотрела, мне они показались почему-то очень знакомыми. Возможно, не знаю, Словения маленькая, Любляна очень маленькая. Может быть, действительно, где-то я их просто встречала на улице. Друзья, на этом мои короткие новости на сегодня заканчиваются. Не забывайте, пожалуйста, комментировать, ставить лайки, подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.